Привет, друзья! Сегодня у нас начинается изучение глаголов в кыргызском языке. У нас сегодня 62-й урок, и мы пройдем будущее время глагола и ответим на вопрос «эмне кылам». Первое задание – жаңы сөздөрдү жаттагыла. Выучите новые слова. Тамак – это еда будет. Эмне – что? То есть начальная форма глагола имеет форму существительного. Например, эмне жашоо. Что? Жизнь, да? То есть это начальная форма глагола, это существительное. А для того, чтобы его превратить в глагол, нам нужно брать повелительную форму глагола. Что делай? Например, живи, играй, кушай. Но вот когда мы соединяем окончание к таким глаголам, мы только тогда получаем правильные глаголы. Да? То есть мы учим существительные тоже, и также учим повелительную форму глагола. Для того, чтобы дальше с повелительными формами глагола мы уже строили предложение. То есть мы знаем, что жашо – это жизнь, а жить – это будет жаша, то есть живи, жаша. И для того, чтобы сделать его в будущем времени, мы будем добавлять определенное окончание именно к повелительной форме глагола в столбике номер 2. Например, жашо, жаша, жить, ойно, ойно, играть, жеш, же, кушать, жу, жу, мыть, стирать, ачу, ач, открывать, көрү, көр, смотреть, айтып берүү, айтып бер, рассказывать, жоготуу, жогот, терять, жабуу, жап, закрывать, алып баруу, алып бар, отнести, жакшы көрүү, жакшы көр, нравится, баруу, бар, идти. То есть мы учим и первый столбик, и второй столбик тоже. И также учим перевод. Второй столбик «что делай», то есть отвечает на вопрос «что делай». Живи, играй, кушай и так далее. И будем работать со вторым столбиком. Эмне кылам, что буду делать, что я буду делать в будущем. Или в настоящем, завтра, послезавтра, потом, сейчас и так далее. Например, я пойду гулять. То есть сейчас я уже почти выхожу, я пойду гулять. Тоже добавляем окончание будущего времени. Я посмотрю. Вот, может быть, сейчас я иду смотреть, и я говорю, я посмотрю. Добавляем окончание будущего времени. Я помою посуду. То есть сейчас это, скорее всего, я уже иду мыть посуду. И получается, может быть, через секунду, может быть, через 5 минут я уже пойду помою посуду. То есть это может быть в настоящем, то, что я собираюсь делать. Это может быть в будущем, это может быть ближайшее будущее. Например, я могу помыть посуду через секунду, через 5 минут или через 2 дня. Да? То есть и в тех, и в других случаях мы добавляем окончание будущего времени. Мы сегодня пройдем окончание будущего времени только для себя. То есть, что я буду делать. Например, если мы видим, что во втором столбике, вот когда мы проходили жашо, жаша, да, вот если жаша слово заканчивается на гласную, то какая бы ни была гласная, мы добавляем окончание и краткую, и им, да. Например, мен бишкекте жашайм. Например, жаша – жизнь, то есть это корень получается, жить, да? Жаша – это жить, корень. И мы добавляем и краткую, и Мен бишкекте жашайм. Я живу в Бишкеке. То есть сейчас живу и, скорее всего, в будущем времени тоже буду жить. Мен эшикте ойнойм. Я буду играть на улице. То есть мы видим, что последняя буква О – это гласная, и автоматически добавляем и краткую, и Мен эшикте ойнойм. Я буду играть на улице. Мен тамак жейм. Я буду кушать. Же – это повелительная форма глагола, плюс и краткая, плюс Мен тамак жейм. Я буду кушать. Мен идиш жуим. Я буду мыть посуду.
Так мы поняли, да, что если последняя буква в слове гласная, то мы автоматически добавляем и м, и краткую, и м. А что же делать, если слово заканчивается на согласную? То мы будем отталкиваться от предпоследней гласной. Если предпоследняя гласная а, я, у, ю, то добавляем окончание ам, потому что а, я, у, ю друзья, да? Если слово предпоследняя буква в слове о, то мы ставим окончание ом. И е ставим ем, ü ставим öm. Например, мен эшикти ачам. Слово ач последнее согласное, значит мы смотрим на предпоследнюю гласную а, да? Значит окончание будет ам. Мен эшикти ачам. Дальше смотрим. Мен эшикти джабам. Джаб повелительная форма меняется на б, потому что мы знаем, что у нас есть правило к меняется на б, к меняется на г и п меняется на б. Мен эшикти джабам. Я закрою дверь. Мен кинону көрөм. Кинону көр. Это получается повелительная форма глагола. Смотреть. Последнее смотрим. Согласная. Предпоследняя гласная значит подставляем окончание Мен кинону көрөм. Мен китепти жоготом. Ну, здесь из области фантастики, да? Я потеряю книгу. То есть это в будущем произойдет. Но тут самое главное понять, как образовывается окончание. Смотрим на последнюю букву Т. Согласная. Значит, мы должны посмотреть на предпоследнюю гласную. О. Джогот. Мен китепти жогот ом. Ставим ом, да? Тексты окула. Менин атым Айша. Менин бөбөгүм бар. Мен аны эртең циркке алып барам. Кечинде ага жомук айтып берем. Мен аны абдан жакшы көрөм. Менин атым Айша. Меня зовут Айша. Менин бөбөгүм бар. У меня есть братик или братишка. Мен аны эртең циркке алып барам. Я его завтра поведу в цирк. То есть получается поведу, мы говорим в будущем, да, отведу в цирк, да. Смотрим на последнюю согласную р, предпоследнее значит окончание ам. Кечинде ага жомок айтып берем. Тоже последнее согласное, а предпоследнее е. Значит окончание ем. Мен аны абдан жакшы көрөм. Көр, последнее согласное. Согласная, предпоследняя гласная значит окончание ставим м. Сегодня у нас основная задача заключалась в том, чтобы понять, что такое глагол в кыргызском языке, почему есть существительное, почему есть повелительная форма глагола, и понять, к чему мы добавляем окончание. То есть окончаний глаголов очень много, и мы их будем проходить в будущем. Сейчас самое главное понять, к какому слову мы добавляем окончание. То есть мы всегда будем учить первый столбик, это будет форма существительного. Второй столбик – это форма повелительного наклонения глагола, то есть что делай, да? И третий столбик у нас будет перевод, и окончание мы всегда будем добавлять ко второму столбику. То есть первый столбик – это у нас существительное, поэтому мы его не трогаем. Нам нужно действие, нам нужен глагол, нам нужно отвечать на вопрос, что делать, и поэтому мы будем добавлять окончание ко второму столбику, как мы сегодня это сделали, да? Жаша – жашайм, ойно – ойнойм, там көр – көрөм и так далее. То есть основная задача, я думаю, на сегодня выполнена. Мы сегодня все молодцы. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь с нами на линии, изучайте кыргызский. Пока-пока.